Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем исследование исчезнувших деревень Удмуртии, грантовый проект Русского географического общества. Сегодня у нас 26 июня, и мы приехали в Юкаменский район. И нам представит нашего провожатого или гида первого Елена Викторовна Зембаева, директор Краеведческого музея, который стоит рядом со мной. Елена Викторовна, кого вы нам представляете сейчас? Я хочу вам представить уникального человека нашего района. Во-первых, это историк, краевед, первый глава Юкаменского района, почетный гражданин Юкаменского района, заслуженный работник культуры. Просто удивительный Человек-легенда. Да, человек-энциклопедия, я бы сказала. Николай Сергеевич Бушмелев, который написал 10 книг про Юкаменский район, хотя родом он с Дебелского района. Николай Сергеевич, что нам о Юкаменском районе вы расскажете интересное? Ой, Сюда сразу туристы приехали. да, это здесь все интересное. Вот, во-первых, район у нас знаменит тем, что здесь в свое время, я бы сказал, что трудились, творчески работали такие именитые личности Удмуртии. Это Ашальтиоки. У нас здесь несколько своих произведений написала. Здесь она работала врачом, вот, пользовалась большим авторитетом. Михаил Алексеевич Коновалов, писатель, который впоследствии был репрессирован, вот, и был редактором здесь районной газеты. Кстати, в это время здесь он написал свое знаменитое произведение «Гаян». Вот. Читал. Ну и теперь его все-таки так пошельмовали по доносу завистники из удмуртской культуры и литературы. Вот. Но я исследовал материалы, что-то вот, скажем, антисоветского он ничего не писал. Вот. И в газетах, но он человек был, как вот вспоминали ветераны, которые еще его застали. Вот. Он, конечно, был темпераментный человек, вот, смело высказывал свои мысли. И, ну, он был реабилитирован. Ну, что сказать, Гаян он написал на удмуртском языке. Кто в то время в Москве мог знать удмуртский язык и перевод этой... Он переведен был уже после его смерти, эта книга. Вот, короче говоря, вот оклеветали человека. Николай Сергеевич, а об деревнях что нам скажете? Ой, деревень у нас на 1 января 40 года был 141 населенный пункт. Ну вот в 89 году их стало уже 84. Сказалась война, разруха. Люди ушли на фронт, уехали в города. Неперспективные деревни, политика. Я бы так сказал, в отношении перспективных деревень я не осуждаю. Я говорю, ну, Хрущев говорил о неперспективных деревнях, свозили в центральную усадьбу, там благоустройство и социальная культура, инфраструктура. А сейчас центральные усадьбы уже не перспективные. Так что тут это, не знаю еще. Я, в общем, так к этому отношусь. И в районе сколько примерно деревень исчезнувших? Исчезнувших, значит, где-то, если было 141 минус 84, считайте, что 50 с лишним. Вот. И это сейчас, поскольку 75 уже, 2 деревни стали улицами нашего районного центра, а остальные вот тоже в ельцинские времена тоже рождаемость сократилась в 2 раза. Ужасно упала рождаемость. И люди тоже стали трогаться с места и уезжать куда-то в города и так далее. Спасибо, Николай Сергеевич. И сейчас поедем по исчезнувшим деревням. И вот мы стоим на улице бывшей деревни Пеканы. Об этой деревне нам расскажет краевед Юкаменского района Ипатова Надежда Петровна. Надежда Петровна, об этой деревне что вы помните?
Ну, я еще помню, что тут дома еще были. Я хоть тут недолго жила, но я помню, что тут еще домов было много. Они все, значит, работали. Тут была ферма была большая, при мне уже. Ну, раньше фермы были все вот за этим прудом. Ну, все фермы, какие и коровы, и овцы, и поросят, и даже кур держали. И все это было, вот 2 моста было. Этот пруд переехать, еще после пруда, там лог, через этот лог, вот 2 моста надо было строить и ломать, когда водополье было. Вот так деревня жила. А в деревне школа была, нет? В деревне школы не было. Куда они ходили в школу? В Жилай ходили. В Вилай, да. Да. А была и клуба, не помнят уже старожилы, была контора. Контора вот была. Ну, собирались люди, ну, на собрание или там на посиделки в контору собирались. Тут еще была вот эта улица. Тут, То есть 2 улицы было, да? да, вот так. Эта улица прямо вдоль дороги, а это вот деревня Байкуши ведет, эта дорога. Там тоже были прямо на самой горе. Тут везде горы. Ну, занимались земледелием, животноводством. Работали все. И всем было ладно. Пчел держали, наверное, да? Пчел, наверное, вот на этой улице держали, одна семья держали. А так остальных мы не помним. А название Пиканы о чем-то говорит, нет? Ну, Это удмуртское название или какое? я даже точно сказать не могу, но наши вот говорят, что это дудник, будто бы дудник, Пиканы это дудник или дягель, по литературному дягель пишут здесь. Вот этого слова, ну, а как это образовалось, уже нам непонятно. Мы уже это не Деревня знаем. была удмуртская, а русская или Деревня была бесельмянская. бесельмянская, да? Да, Тут много было бесельмян. да, одни бесельмяне, вот 2 дома только удмуртов было, но они, наверное, оттуда-то переехали, и не коренные они были. Мы немножко прошлись вдоль пруда на речке, где была деревня Пиканы. И буквально, видимо, уже дальше этого места стояла рядом другая деревня, исчезнувшая, Байкуши. И как раз из этой деревни Байкуши Надежда Петровна, там она жила, видимо, она нам расскажет, да, Надежда Петровна? Ну, расскажу. Деревня была небольшая. Было 17 дворов. Там тоже очень большая гора. Вот деревня стояла на горе, а под горой тоже также вот ручеек, рудник. Воду оттуда раньше брали, не было раньше колонок, потом не было, ну, прорыли, уже скважина была. Ну, люди занимались животноводством, полеводством. Фермы тоже были вот за этой рекой. Ну, тогда река поменьше была. Там ведь это только ручеек течет. Ручеек. Это уж просто... Речка Сылшурка, да, называется? Да, Солшурка, но раньше она совсем была маленькая. Говорят, так перешагивали только. Это уж когда деревень не стало, такой пруд большой стал. Все фермы были там. Вот тоже надо было мосты строить. Каждую весну, значит, после водополица еще строили мосты, приходили по этим мостам. Ну, скотины, конечно, было немного, раз деревня была небольшая. Как-то люди были очень спокойные, очень радушные. Как-то вот все понимали. Даже вот соберемся, спрашиваем, что сегодня варили на завтрак. Что будете варить на обед? Что будете варить на ужин? Все это мы знали, у каждого хозяйства, где что варят, что делают. Если кто-то куда-то ходил, там в Ешмаково магазин или в Жилай магазин, мы уже все встречаем ее, эту женщину. Надежда Петровна, а там проживали в основном кто? Удмурты, русские? Там только удмурты были. Там только удмурты. Были они все Ипатовы. И был среди них один, он был председателем колхоза, долго жил. В военное время он, видимо, уже по возрасту, его не взяли уже на войну. Ипатов Николай Васильевич. Очень грозно о нем отзываются. Ну, тогда власть так требовала, жизнь так требовала. Дисциплину требовали. Дисциплину требовали. Он
будучи председателем колхоза, его посылали заготовку дров, заготовку лесоматериала в Аламаз. Это была так и наша беда. Вот у всего Юкаменского района это была прямо беда. Ведь туда ничего не было, ни одежды не было, ни обуви не было, ни еды не было. Но вот все равно всех гнали в Аламаз. Лесоповал. Лесоповал, ведь для страны лес нужен. Сколько там... Особенно после войны. Да. И он был очень там строгий. Даже, говорят, мог побить даже. Ну вот я работала в Юкаменске, шофер какой-нибудь едет, посадит меня, спрашивает: ты не у Николая Васильевича дочь? Нет. Ну тогда начинает рассказывать. А если я скажу дочь, ничего не скажут. Вот был очень грозный. Ну, дисциплинированный. Вот. Еще какие там знаменитые люди были? Ну, таких больше знаменитых не было больше. Он был вот там грозой. Так. Школы тоже не было, да? Школы здесь? не было, но клуб у них был. Клуб и контора в одном шестиугольном здании. Собирались на собрания, на посиделки, в клуб собирались. Жили весело, знали всякие песни. Ну, раньше же очень много старинных песен пели наши, ровесники моих мам. Вот, они тоже были очень голосистые все. Вот мы стоим под березами красивыми. А здесь была деревня Зилай, которая исчезла. И об этой деревне нам тоже поведает Надежда Петровна Ипатова. Надежда Петровна, что бы вы об этой деревне расскажете нам? Ну, эта деревня была, как сказать, как бы повыше, что ли, вот то, что мы Пиканы, Байкуши прошли уже. Тут был клуб большой, был медпункт, Школа, да? начальная школа, мельница. Ну, все было для жизни. Тут как-то, они, покультурнее, что ли, жили. Ну, раз тут центр колхоза был, все руководители, председатель, там, зоотехник, все жили здесь, в Зилае. Много тут домов-то было? Тут 3 улицы было. Вот одна по этой дороге вниз спускалась, и 2 такие вот поперечные. Народу было много. Это мужчины, все мужчины носили воду. Вот в Пажме мужчины воду не носили. Почему? Это женская работа, говорили. Жилайские мужчины опаздывают на работу, потому что носят своим женам воду. Вот что они так ругались. А тут все мужчины носили. У них ферма была на той стороне, тоже очень гора высокая. А родник был на той стороне, тоже гора очень высокая. Раньше не было водопровода, брали воду оттуда, с родника всей деревней. Ну, очень гора крутая, очень. Там полоскали белье, воду оттуда брали. Родник был тоже очень хороший. Вот так и жили. Ну, как-то были все довольны, у всех была работа, занимались, скотины было много, деревня большая, и скотины много. Вот вся скотина вот там. Почему люди начали разъезжаться, как вы думаете? Потому что неперспективными объявили деревни. И вот даже это как-то, нам это как-то было, обидно даже это слово. Но все равно вот стали уезжать. Но уезжали так уже не ближние, вот у них центр Вертем деревня, центр. Туда уже мало кто уехал, все уже старались подальше уехать. Юкаменская, да? Да, Юкаменская, а кто и Казу уезжал. Вот так, искали места более уже надежнее, передовые. Вот так. Чем здесь занимались? Тоже животноводством, земледелие, да? Да, животноводство, земледелие. Вот кто-то в медпункте работал, кто-то в школе работал, были такие места. Кто-то в магазин был у них. Вот, были такие работники. Нужны были такие работники. И женщины были очень, очень добросовестные здесь. Какие фамилии в основном? Животноводцы работали женщины. В основном тут Жуйковы. Но были Королевы, и, пожалуй, больше. Один только Дорофеев был, он был
деревня удмуртская или русская это была? Только удмуртская. Тут Только никаких удмуртская. русских, ни бесемян никого не было, только удмуртская. Ну, бесермяне ведь тоже удмурты считаются. Ну, раньше так считали, теперь уже пишут. Сейчас вроде отдельно бы, пишут. Да, так пишут. Ну, жили Спасибо нормально, жили большое. нормально. Спасибо большое. А руководитель у них была Хазар Саляхудиновна, но это была человек требовательный и к себе, и людям. Но в то же время справедливая. Вот мы поехали по заброшенной дороге, она заросла, и находимся на краю поля, рожь посеяна, и вдали виднеются деревья. Там, как показывает нам, видимо, была деревня Солшур. Надежда Петровна нам об этой деревне и расскажет. Ну, эта деревня была немного цивилизованнее, чем другие. Деревня была русская. Мне кажется, русские были уже цивилизованнее, чем русские. Я не знаю, может, я ошибаюсь, может, я мне кажется так. 3 улицы было в деревне, и дома были односторонние. Против домов были огороды. Тоже деревня была очень на большой горе. Поэтому огороды были на горе к обеду, наклон к обеду. И там у них огурцы и все такое. В то время уже они могли выращивать. Ну, они как-то у них вот из растений были сирени, акации, еще какие-то деревья. Я уже их не узнавала, какие они это деревья. Но они были какие-то не как у всех. В удмуртских деревнях этих растений не было. Только вот в русских эти сирени, акации. Потом, когда уже не стало жителей удмуртской деревни, оттуда уже сирени, акации носили к себе домой. Начальная школа была, клуб у них был, контора, естественно, и животноводческие помещения. У них объединились, когда вот в 1951 году лошади были на зависть всем. Они были такие крупные, резвые. Вот в русских деревнях таких лошадей не было. Они были очень, очень нормальные лошади. Но как-то вот... Какие-то породистые, наверное, да? Видимо, породистые были, могли, следили за этим все. Ну, также занимались полеводством, занимались животноводством. Выше деревни, вот как Пажмыхать, было еще то ли 1, то ли 2 дома. Это минуя уже деревню, за деревней, вверху. Там тоже был родник, а потом родник высох, и люди снова переехали в эту деревню. В каких годах примерно деревни не стало? Деревни не стало, наверное, рано. В 1971 году уже не стало. Они все переехали, кто куда. Ну, большинство в Юкамец переехали, деревня Мальгины, ну, теперь уже Юкамецкими, так тоже считается. Вот последние так переехали. Много лет они уже животных не держали в Солшуре, все ходили на работу байкуши. Старые бабушки уже косить ходили, все в деревню байкуши. У них была мельница. Это сейчас мы пруд видели в Байкушах, в Пеканах большой пруд. Тогда пруда не было. Но у них была мельница на такой маленькой речке. Вот паутина или насыпь сейчас сохранилась. Просто мы не можем туда подъехать. Это было же это все вручную сделано. Очень высокая паутина, до сих пор она есть, держится. Вручную сделано. Вот, а в Пеканах, Байкушах там и в Яшмакове не было таких водяных мельниц. А у них вот было, я же говорю, что они были цивилизованные. Надежда Петровна, вы сказали, что в основном русские жили, а вот название-то деревни удмуртская, чисто удмуртская, Солшур. А вот это я тоже не могу понять. Все-таки основали, видимо, удмуртские поселенцы. Возможно. История об этом умалчивает. Умалчивает. И вот я ведь говорила уже, что сюда хотели построить храм, но от этой затеи отказались, потому что нет дорог. Вот из-за дорог отказались от этой затеи. Вот и мы не смогли подъехать. Да, и мы не смогли подъехать. Ну что уж делать, деревня кончилась, и все кончилось.
Спасибо.